Парадом остинских национальных костюмов началось торжественное мероприятие в мультимедийном парке, где открылись Дни культуры Осетии. Был показан презентационный фильм об Осетии и выдающихся осетинах, которые внесли весомый вклад в развитие науки, культуры, спорта и производственной сферы Российской Федерации. В своем вступительном слове президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отметил исторические параллели, связывающие народы Осетии и России. Исторические пути, которые пришлось пройти нашим народам, они не могли исчезнуть в глубине веков, они не могли раствориться в истории, и они должны были найти дальнейшее распространение уже после того, как аланское государство становилось меньше, когда войны истязали Аланию, и по большому счету для Руси это был тяжелый исторический период, а для Алании это действительно была трагедия. Трагедия потому, что остатки, которые остались от этих продолжительных войн, они ушли в горы и заняли как раз ту территорию, которая сегодня называется Осетия-Алания, не деля его на юг и север. И, конечно же, развитие дальнейшее, оно не могло для аланов, осетин современных, оно не могло быть в вот этих ущельях. И, конечно, развитие любого общества требовало и возвращения определенной тех территорий, которые в свое время они потеряли. Председатель парламента Республики Северная Осетия Алексей Мачнев также отметил, что события, произошедшие 270 лет назад, крепко связало Россию и Осетию. Председатель парламента Республики Северная Осетия Алания Алексей Мачнев также отметил, что события, произошедшие 270 лет назад, крепко связало Россию и Осетию, что позволило золотыми буквами вписать в летопись истории успехи и достижения осетин. Опираясь на мнение народа, приняли решение быть вместе с Россией 270 лет назад, показывая, что это был важный, нужный и определяющий выбор, который позволил осетинскому народу развивать культуру, экономику, социальную сферу, который позволил проявлять таланты буквально во всех сферах жизни и деятельности. И тому есть конкретные яркие примеры. Присутствующих с праздником также поздравил представитель Остинского землячества Санкт-Петербурга меценат Таймураз Булоев. Конечно, дата 270 лет – это, безусловно, серьезная дата. Мы всего лишь являемся последователями тех событий, которые произошли 270 лет тому назад. Это накладывает на нас, нынешнее поколение, большой груз ответственности, в том числе своими действиями, своим поведением, своими результатами, что мы, как участники уже состоявшегося общего вхождения государства Россия, можем приносить данной стране. Было также зачитано поздравление министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского со знаменательной датой, который отметил, что торжественные мероприятия станут еще одной нитью, связывающей народы Осетии и России. В рамках торжеств президент Анатолий Бибилов наградил медалью 270 лет первому посольству Осетии в Петербурге российских политиков, деятелей культуры, ученых, представителей остинского землячества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указом президента Республики Южная Осетия за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, мужество и самоотверженность, проявленные во время агрессии Грузии против юго-осетинского народа в августе 2008 года, орденом почета был награжден симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, Гергиев за большой личный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между народами Республики Южная Осетия и Российской Федерации награжден юбилейной медалью 270 лет первому посольству Осетии в Петербурге. Многоуважаемый и в Осетии, и в России, и во всем мире человек, который в 2008 году, несмотря на массированный такой информационный обстрел, массированную информационную блокаду,
все-таки приехал поддержать народ Южной Осетии. И Мариинский театр дал концерт на лестнице перед сожженным парламентом. С этого времени эту лестницу называют Георгиевской лестницей. Спасибо вам, Валерий Александрович, за все, что вы делаете. Указом президента медалью награжден и российский предприниматель, глава холдинга БТК Групп, меценат Таймураз Булоев. В завершении торжественного мероприятия Анатолий Бибилов выразил слова благодарности руководству Санкт-Петербурга за возможность на достойном уровне провести празднование 270-летия первого осетинского посольства в России. Роза Тедеева, Азамат Кудзиев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.